национальных инструментов Набережно-Челнинской филармонии, художественный руководитель и дирижер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирак Файзрахманов. Коллектив из Набережных Челнов познакомит вас с музыкой композиторов Республики Татарстан. А я хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, на то, что к фестивалю выпущен подробный буклет, где вы найдете подробную информацию не только о композиторах, но и о коллективах, руководителях и солистах. А открывает второе отделение музыка Эльмира Низамова, одного из самых востребованных российских композиторов своего поколения. Эльмиру 37 лет, но он уже 3 года возглавляет кафедру композиции в Казанской консерватории и с невероятной энергией представляет и в медиа, и в концертном пространстве Татарскую национальную композиторскую школу. Он сумел найти успешный рецепт соединения национальных традиций с современной академической музыкой и с популярной культурой, и тем самым завоевал огромную неподдельную любовь и музыкантов, и слушателей далеко за пределами родной Казани. Эльмир Низамов. «Восточная рапсодия». Исполняет оркестр национальных инструментов Набережно-Челнинской филармонии. Дирижер Ирак Файзрахманов.
музыка Фарида Ярулина, классика татарской композиторской школы. Мы услышим фрагменты его легендарного балета «Шурале». Фарид Ярулин. Два номера из балета «Шурале» – баллада и детский танец.
несколько произведений Эльмиры Низамова, и сейчас мы услышим его концерта «Гросс». Этот опус сам Эльмир называет своим омажем, своим признанием любви композиторов прежних столетий, в первую очередь Баху, Вивальди и Перголези, а также Стравинскому и Шнитке, тем, кто тоже вдохновлялся музыкой предшествующих веков. Сам Эльмир говорит, что в этом произведении он хотел, как композитор, раствориться в чужой музыке, в музыке ушедших художников и тем самым еще раз выразить свое восхищение их гением. Эльмир Низамов. Концерто Гросса в 3 частях. Классицизм, романтизм, модернизм. Солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Файзрахманова. Добрый.
Люси Хайруллиной, еще одного яркого представителя молодого поколения казанских композиторов. Она успешно работает в разных жанрах, от оперной и симфонической музыки до музыки к анимационным фильмам и кино. Один из самых крупных успехов Люши на сегодняшний день – ее национальная драматическая опера «Кави Сарвар». Это сочинение принесло ей победу в престижном всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» в номинации «Оперная музыка». А мировую премьеру провели лучшими музыкальными силами Татарстана в зале имени Сайдашева. Сегодня мы услышим два фрагмента из этой оперы, и звучать они будут на татарском языке, поэтому два слова о сюжете. Опера «Кави Сарвар» – это драматическая история о жизни и любви писателя Кави Наджми и его супруги Сарвар Атгамовой. Им выпало жить в эпоху непростых, тяжелых испытаний. В 1937 году по ложному доносу они были объявлены врагами народа и разлучены. О том, как им удалось не только выжить и сохранить в себе человека, но и пронести через эти испытания свою любовь и воссоединиться, рассказывает опера «Миляуши». Люша Хайруллина. Ария Сарвар из оперы «Кави Сарвар». Солистка, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльза Исламова. Сопрано.
Гульжа Хайруллина, дуэт «Кави и Сарвар» из оперы «Кави Сарвар». Солисты – заслуженные артисты Республики Татарстан Артур Исламов, баритон, и Эльза Исламова.
Шерифуллина, представителя старшего поколения татарской композиторской школы, уважаемого педагога и признанного мастера игры на балалайке. Этому инструменту он с юных лет уделяет особое внимание и в своей композиторской работе. Концертные вариации для балалайки и оркестра народных инструментов были им написаны в 2014 году к 75-летию Союза композиторов Татарстана и посвящены супруге. В основе вариации лежит тема татарской народной песни «На заре», а родной инструмент композитора балалайка оказывается как будто бы окутан восточной вуалью. Но постепенно характер традиционной песенной мелодии изменяется, приобретая в конце даже эстрадно-джазовое звучание. Итак, Фарид Шерифуллин, концертные вариации для балалайки и оркестра народных инструментов «На заре». Солист, лауреат второго Всероссийского музыкального конкурса, обладатель гран-при конкурса «Дон Гран-при» Артур Давлетшин, балалайка.
Солист, заслуженный артист Республики Татарстан, приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Рузиль Гатин. В декабре прошлого года Союз композиторов Татарстана обрел нового председателя. Им стал 32-летний Ильяс Камал. Родную Казанскую консерваторию он закончил как виолончелист, композитор и дирижер, и сегодня ведет невероятно насыщенную творческую жизнь. Он главный дирижер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, дирижер известного камерного оркестра «Ля Примавера». А еще Ильяс преподает на кафедре татарской музыки Казанской консерватории класс кылкубыза, древнетюркского музыкального инструмента, который мы сейчас услышим в двух следующих сочинениях. Ильяс Камал. Колыбельная из спектакля «Дом Бурхан». Солист. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат республиканской премии имени Мусы Джамиля, автор Ильяс Камал.
эту концепцию. Ильяс Камал, Бию, танец для Кылкубыза с оркестром, солист, автор. Коллектива «Музыка» Елены Анисимовой. Востребованный композитор и опытный, отмеченный множеством наград педагог, Елена преподает в Казанской консерватории, а ее произведения звучат на крупнейших фестивалях современной музыки. И хотя среди ее сочинений и произведения для русских народных инструментов занимают не такое большое место,
Ее первым инструментом был аккордеон, и сама она признается в интервью, что именно игра в оркестре русских инструментов сформировала ее совершенно особое тембровое слышание и особый тембровый слух. Итак, Елена Анисимова, наигрыш из свиты Поволжские, сказы. Исполняет оркестр национальных инструментов Набережно-Челнинской филармонии, дирижер Ирк Файзрахманов.
наши друзья. Спасибо вам большое за такое прекрасное, такое энергичное, такое заряженное выступление. Спасибо вам за новую музыку, которую большинство из нас слышали впервые. И если бы не вы, но нам бы пришлось бы для этого ехать либо в Казань, либо в Набережные Челны. А так вы теперь с нами, вы теперь в Москве. Приезжайте, пожалуйста, к нам еще на фестиваль, мы вам очень рады. А сейчас, пожалуйста, примите дипломы нашего фестиваля. Высокое профессиональное мастерство, активное содействие сохранению и развитию современной оригинальной музыки для национального оркестра награждается оркестр национальных инструментов Набережно-Челнинской филармонии, художественный руководитель и дирижер Иры Файзрахманов.